Гагарский район для энергосистемы Абхазии считается наиболее сложным за счет большого количества потребления электроэнергии. Подстанции Гагра-1 уже более 60 лет. Она питает основные узлы города Гагра, в частности ее центральные районы. Перебои в подаче электроэнергии в основном происходят из-за колоссальных нагрузок, которые сети не выдерживают по причине изношенности оборудования на подстанции. Капремонт подстанции Гагра-1 призван кардинально изменить сложившуюся ситуацию. Специалисты Черноморэнерго уже установили 2 трансформатора мощностью по 25 мегаватт. Теперь ведутся работы по установке закрытого распределительного устройства мощностью 6 киловольт. После того, как электроэнергия трансформируется с 110 тысяч вольт в 6 тысяч вольт, она попадает в закрытое распредустройство, далее уже отходящими линиями, скажем так, обвивает всю территорию, которая питается с этой подстанции, посредством тех ячеек, которые установлены в закрытом распределительном устройстве. Очень мощное, большое закрытое распредустройство, тоже 4 секции шин. Соответственно, работы сегодня будут уже проведены, это здание будет установлено. А на этом фундаменте планируется установить общеподстанционный пункт управления, где будут размещены шкафы релейной защиты и автоматики. Здесь же расположится комната дежурного персонала. Также на подстанции Гагра-1 уже установлено новое открытое распределительное устройство. Одна из его очередей уже смонтирована. Сейчас идет регулировка оборудования. Буквально через неделю специалисты начнут демонтаж обветшавшего распределительного устройства. Все энергетическое оборудование подстанции Гагра-1 находится в старом здании закрытого распределительного устройства. Как только завершится реконструкция подстанции, здание будет полностью освобождено, так как оно является памятником архитектуры. Мы полностью уходим в новые здания модульного типа, разделяем закрытое распредустройство, сегодня устанавливающие, потом общеподстанционный пункт управления, где будет и дежурка, и будут релейные шкафы. Соответственно, это здание остается просто зданием, может быть подсобным помещением, может быть помещением, где мы будем иногда размещать наших работников, когда мы будем отправлять с одной точки Абхазии в другую точку Абхазии. Но тем не менее, в силу того, что это именно памятник архитектуры, мы приняли решение, естественно, сохранить это здание. На реконструкцию всей подстанции выделено более 160 миллионов рублей по инвестпрограмме. Здесь будет установлено современное электрооборудование из Италии, Германии и России. Работы по модернизации электрической подстанции и распределительной сети планируется завершить в апреле 2018 года. Аля Катрапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.